Здравствуйте, дорогие участники! С вами Дарья, продуктолог компании Atomy. Ну что, сегодня мы будем говорить про то, как использовать Atomy Absolute Selective. Информации будет много, поэтому можно даже ее и записать. В наборе Absolute Selective у нас целых 6 средств. И, конечно же, это вызывает недоумение и часто путает людей, как нужно использовать каждое из средств, в каком порядке. Нужно ли их использовать все вместе или нужно как-то их просто комбинировать между собой. Поэтому сегодня мы в этом разберемся. Но перед этим я бы хотела ответить на самый часто задаваемый вопрос. Для какой кожи предназначен набор Absolute Selective? Он предназначен для возрастной кожи, на коже, у которой уже есть признаки старения. Это и морщинки, и когда кожа потеряла былую упругость, и она уже не такая яркая. Конечно же, вот именно с такой кожей у нас работает селектив. Если вам за 40 лет, то можете даже не раздумывать, покупать этот набор. Если вам меньше 40 лет, вы должны посмотреть на состояние вашей кожи, потому что у всех оно бывает разное. И уже отталкиваться от этого состояния и покупать, к примеру, не весь набор, а средства по отдельности, в зависимости от того, что вы хотите направить в свой уход. Так, первое средство — это тонер, который у нас наносится после умывания. Когда мы очистили кожу при помощи пенки, при помощи геля, вот мы говорили про Evening Care, у нас тонер будет кожу увлажнять, он ее будет успокаивать после очищения, а также восстанавливать pH-баланс нашей кожи, для того, чтобы она не стягивалась и не сохла после того, как мы ее умыли. Тонер имеет жидкую, но при этом густоватую текстуру. Вот таким вот образом он распределяется легко по коже и моментально увлажняет и успокаивает ее. Тонер, да, это, еще раз повторюсь, первый этап. Второй этап — это ампула или сыворотка. Я их выделю в одну большую группу, потому что они относятся, в принципе, к одной категории. Это высококонцентрированные средства для ухода за кожей лица. Ампула и сыворотка содержат очень высокую концентрацию активных веществ, которые воздействуют на нашу кожу. Именно, к примеру, ампула, она и является вот этой серединой, сердцевиной набора селектив, которая как раз и направлена на работу с возрастной кожей, на борьбу с признаками старения. Сыворотка также работает у нас на то, чтобы ухаживать за возрастной кожей. Она возвращает коже упругость и делает ее более плотной, потому что если кожа тонкая, она быстрее становится более дряблой, обвисшей, а если кожа плотная, то она держит свой каркас намного дольше. Следующее средство, которое у нас здесь есть, это лосьон. Но я бы немножко забежала вперед и вот тоже бы объединила его вместе с питательным кремом в одну большую категорию. Почему? Потому что, в принципе, если мы грубо скажем, крем состоит из масел различных и других компонентов и воды. И в креме воды меньше, чем масел и других компонентов. А в лосьоне воды больше, чем масел и остальных компонентов. Поэтому, в принципе, они могут быть как взаимозаменяемые средства. Например, вы можете пользоваться лосьоном с утра, кремом вечером. Либо лосьоном вы пользуетесь летом, а кремом зимой. Или если у вас кожа жирная, да, вы можете использовать только лосьон. И лосьон у нас как раз направлен на то, чтобы, конечно же, подтянуть нашу кожу и чтобы восстановить ее водно-липидный баланс. Для того, чтобы у нас не было такого, что какие-то части кожи сухие, другие, наоборот, вырабатывают слишком много кожного себума, да, для того, чтобы у нас кожа была в гармонии, работала в гармонии. Лосьон имеет кремовую текстуру и такую легкую кремовую текстуру, поэтому на лето он действительно будет очень хорошо подходить, особенно для тех, кто не хочет кожу свою перезагружать. И вот он таким очень нежной вуалью у нас впитывается в кожу, оставляет очень приятное ощущение. Ну и, конечно же, крем. Для кожи лица питательный крем появился у нас совсем недавно на сайте именно отдельно, поэтому кто хочет приобрести его отдельно, можете это сделать. Вот я тоже его сейчас нанесу на кожу. Так вот он выглядит, он уже ощущается намного плотнее, чем наш лосьон, и он у нас тоже направлен на то, чтобы кожа была более подтянутая, он увлажняет кожу, и на коже он создает пленку, которая не дает влаге из нашей кожи испаряться. Соответственно, кожа будет всегда увлажненная, напитанная, у нее будет здоровое сияние, особенно если вы будете кремом пользоваться на вечер и постоянно его применять.
И, конечно же, это Atomy крем для кожи вокруг глаз. У нас кожа вокруг глаз очень тонкая, нежная, поэтому за ней тоже нужен уход. Он как раз борется с морщинками, потому что есть морщины, конечно, которые у нас появляются с возрастом, от них никуда не деться, но есть также морщинки, которые появляются от недостатка увлажнения. И вот с такими морщинками он вообще идеально работает, кожа разглаживается. И, конечно же, крем не нужно наносить слишком много, буквально со спичечную головку. Такого количества будет достаточно для того, чтобы кожу вокруг глаз у нас увлажнить. Вот он такой питательный и густой, даже по сравнению с питательным кремом, у него текстура более такая густая. И, соответственно, такого крема не нужно много наносить на лицо, точнее на нашу зону вокруг глаз. И мы обязательно наносим крем именно по орбитальной кости. Вы ее можете здесь нащупать, это та косточка, которая у нас находится вокруг глаз. И по ней мы наносим крем легкими движениями. Вот так вот вкратце мы рассказали про весь набор. Теперь давайте еще раз поговорим про то, в каком порядке нужно применять. Я бы выделила 3 средства из этого набора, которые нужны нам обязательно. Их нельзя вычеркивать из повседневного ухода совсем. Это, конечно же, тонер, это крем для кожи вокруг глаз и питательный крем. То есть это прямо база, на которой у вас должен строиться уход. Вы можете что-то убирать, что-то добавлять, комбинировать и так далее. Но вот эти 3 средства должны неизменно быть в вашем уходе. Даже неважно, мы сейчас говорим про Абсолют или про какой-то другой набор. Следующее средство. Ампула и сыворотка. Они, в принципе, могут выступать как взаимозаменяемые компоненты косметические, и поэтому после использования тонера вы можете использовать либо лосьон, либо сыворотку. Например, сыворотку вы можете использовать с утра, то есть вот умылись, с утра использовали тонер и нанесли сыворотку, а вечером, когда вы уже умылись перед сном, нанесите ампулу. Следующий этап. Крем у нас и лосьон. В принципе, тоже как взаимозаменяемый. Лосьон мы можем применять утром, к примеру, крем можем применять вечером, либо если кожа жирная, можно использовать только лосьон, если кожа сухая, можно использовать только крем, можно использовать все вместе. То есть вот один раз, например, в неделю, раз в 2 недели.